Ом Гуру Брахма, Гуру Вишну, Гуру Деву Махешвараха, Гуру Сакшат Парам Брахма, Тасмай Шри Гураве Намаха. Намаскар, дорогие друзья! Сегодня поговорим о йоге, о современной йоге и о той громадной разнице в восприятии современного человека, восприятии йоги современным человеком и для чего вообще йога была предназначена. В чем же существует громадная разница между истинной йогой и той йогой, которую мы с вами сейчас видим в современном мире. Тема очень огромная, на нее можно говорить очень долго, на эту тему. И когда мы начинаем рассуждать с какого-либо угла на эту тему, так или иначе мы вынуждены будем касаться очень многих фактов. И чтобы полно и широко осветить данную тему, придется затрагивать очень много различных традиций, которые существуют в Индии, когда они образовывались, что они из себя представляли, как они видоизменялись. Эта тема не на один час, может быть, даже не на один день. Поэтому в данном видео будет очень сложно обо всем этом, все это ухватить за один раз. Может быть, впоследствии это получится сделать. Поэтому я коснусь некоторых моментов, так как считаю своим долгом осветить некоторые моменты заблуждения, которые присутствуют в современном мире. Это уже будет достаточно много для многих людей. Это уже будет человека заставлять глубже искать информацию, изучать, так как современный мир йоги достаточно далеко ушел в своих представлениях от истины. Недавно мне задали такой вопрос: практикую ли я асаны? Можно просто ответить: да, практикую, и на этом все, да. Но вопрос этот достаточно глубокий, и в этом вопросе очень много сокрыто. Что такое асаны, да? То есть почему именно асаны? Потому что асаны на виду. А если мы забьем в Гугле или в Ютубе что-нибудь со словом йога, то мы, естественно, увидим, первое, что мы увидим, это позы, йогические асаны. И в современном мире йога у человека ассоциируется только лишь с физическими упражнениями. Буквально недавно мне на глаза попался журнальчик на русском языке, где была изображена девушка с гантелями и крупным шрифтом слово «йога». Меня привлекла внимание эта статья, и я решила взглянуть, о чем вообще речь. В принципе, несложно себе догадаться, о чем была речь в этой статье. В ней описывались разные упражнения с гантелями. То есть упражнения, которые современный человек знает как йогические упражнения, йога-асаны. К ним еще были добавлены гантели. Так вот, друзья, к слову йога
добавляют огромное разнообразие всевозможных приставок. Гантели — это, пожалуй, наверное, самое безобидное, что можно встретить. Я встречала совершенно изощренные и абсолютно маразматические виды, я даже не могу сказать йоги, потому что это абсолютно по-идиотски звучит, это даже йогой назвать нельзя, но люди умудряются это называть йогой. Йога с пивом, например. Однажды я увидела такие картинки в интернете. В западном мире есть такое развлечение для людей, как йога с пивом. И вот стоят они там, красавчики, в позе воина, с бутылкой пива в руках, и, значит, попивают. И на полном серьезе эти люди рассуждают о том, как они прекрасно расслабляются при помощи данной практики. Это, друзья, не то что смешно, это абсолютно отвратительно. И я считаю, что такие вещи нужно называть своими именами. И не пытаться что-то там из себя строить, что, ну, может быть, кому-то и такая йога нужна. Ну, это полный дебилизм. Вот, больше тут не о чем говорить. Встречала я также йогу, голую йогу для мужчин. Вот просто себе представьте. Значит, стоят голые мужики, абсолютно голые. Значит, загибаются в какие-то йога-асаны. И, простите, ну вот, все, что можно представить, даже не хочу дальше рассуждать на эту тему. В общем, такое тоже есть. И называть это йогой, ну, это совершение великого греха. Это настолько порочно, настолько это низко. Вы просто представьте, какие люди с каким уровнем сознания и с какими омрачениями интересуются подобными вещами. Так что йога с гантелями – это цветочки современного мира. Есть йоги, да, это даже не йоги, друзья, это не йоги. Даже не нужно называть это словом йога. Это абсолютно безнравственные, абсолютно низкие уровни восприятия мира. Это абсолютно грязные, абсолютно изощренные, извращенные состояния сознания. Так вот, друзья, к чему я это говорю? Существует такое мнение, да, многие, наверное, слышали, что в прогрессе ничего плохого нет. Да, не проблема, да. Прогресс прекрасно. Но смотрите, что получается, да. Как бы этот прогресс не увел вот в такие вот дебри, как йога с пивом или голая йога для мужиков. То есть мы должны четко отличать, где все еще прогресс, а где уже полная деградация. Где мы имеем налицо действительно то, что дает людям благо, развивает их и расширяет восприятие сознания, а где мы имеем полную деградацию сознания. Всегда есть риск скатиться в одну из сторон двойственного восприятия. Мы должны быть очень внимательны. И это одно из свойств настоящего йогина – видеть мир во всех его красках. Ну, кстати, тоже недавно какой-то был вопрос, у меня кто-то спрашивал, обронили такую фразу: «Зачем мыслить негативно, мыслить надо позитивно». Друзья, это такие выражения вот этих мейнстримов современных. Мыслите позитивненько, и будет вам счастье, да. Это подходит для неофитов. Это подходит, наверное, для людей, которые хотят как-то соприкоснуться с какими-то психофизическими явлениями и внутренним развитием. Не проблема. Но йог — это не тот, кто строит из себя какого-то позитивчика такого и такой только позитив, да.
Нет, это одна из крайностей. Йогин – это тот, кто воспринимает все уровни реальности. Какие бы тяжелые, какие бы, ну скажем так, назовем это негативные эти реальности не были в действительности. Йогин воспринимает полную глубину всех состояний, разнообразные оттенки, от самых низов до самых верхов. Но это не значит, что он ведет себя каким-то таким образом, как, я не знаю, в йоге с пивом или в голой йоге для мужиков. Нет. Йогин не ведет себя уже подобным образом. То есть подобные омрачения сознания давно уже покинули, а может быть и вообще никогда не были свойственны йогину. Если он вдруг с ними встречается в своей какой-то жизни повседневной, он их воспринимает, но это не значит, что он стремится к ним, и он вожделеет и желает этих состояний. Это огромная разница. Когда вы имеете дело с тем, что по факту происходит, да, или когда вы к этому намеренно стремитесь. Опять же, намеренно стремиться тоже можно по-разному. Это можно делать в качестве практики тоже, да, если есть желание проработать какие-то самые темные стороны своей души. Да. Ну, это тоже огромная тема, ее можно касаться с разных сторон. Здесь я имею в виду намеренное желание подобного, то есть когда вами движет желание, самскары, да, привязанности. И когда люди говорят про то, что, ну вот, пожалуй, прогресс, да, вот должен быть, да, какое-то развитие, что там про эту йогу говорить, какая она была, ну, сейчас мир таков, да, хорошо, друзья, не проблема, но посмотрите, к чему мы можем прийти, если мы будем подобными речами постоянно подпитывать себя и окружающий мир, да. Ну хорошо, давайте допустим этот прогресс. Вот, пожалуйста, я вам пример уже привела, к чему это может привести. Поэтому мы должны всегда различать. И в йоге есть все. Вот одна из сторон, есть такое слово вивека, развлечение. Йогин – это тот, кто различает. И вот в нем эти принципы йогические, они всегда присутствуют в моменте, да, когда он соприкасается с внешним миром. То есть вот это тонкое развлечение, да, это все еще прогресс или это уже деградация? Вот это истинная недвойственность, когда мы можем тонко маневрировать и удерживать мир в таком балансе. Это то, что Будда называл срединным путем. Отсутствие крайностей. На самом деле это огромное искусство. Видеть в каждом событии вот эти все грани, проживать все эти грани, все эти состояния и выбирать действия максимально эффективное в данный момент времени. Это настоящее искусство. Это искусство хранителя мира, как вот энергия Вишну, да, то, что поддерживает мироздание. И возвращаясь снова, да, я возвращаюсь к тому, с чего я начала. Вот йога асаны. Да, люди знают йогу как йога асаны. Западный мир, он достаточно материалистичный. Есть какие-то кучки людей, которые верят в нечто высшее. Может быть, это какие-то религиозные люди. Но это кучки людей. Если мы взглянем на Индию, достаточно хотя бы один раз посетить Индию, и вы увидите, что духовностью наполнено в Индии все. Люди живут этим. Это не какая-то кучка людей,
в огромном государстве, да, которая там что-то верит, или, может быть, в церковь ходит, или еще какие-то практики выполняет, как это может показаться, например, в западных странах. Да. Когда вы приезжаете в Индию, там этим дышит все, этим пропитано все. То есть йога там везде. Я сейчас не буду уходить в дебри и касаться других сторон, потому что, касаясь чего-то одного, сразу же подтягиваются и другие стороны. И мы как бы тоже вынуждены их освещать, чтобы картина была полной. Да. Какие-то стороны, двойственные стороны. Но и пока что я в эту сторону не иду. Я просто хочу сейчас показать разницу восприятия западного человека и человека восточного, да, там, где йога была зарождена, и она живет и продолжает жить в сердцах людей, и независимо от того, каков социальный статус человека, это может быть человек саньясин, да, который отрекся от мира, это может быть человек семейный, не имеет значения. Йога, она многогранна. Я вот сейчас сказала, говорю такие простые фразы, которые нужно распаковывать и глубже, глубже, глубже прям на каждой фразе останавливаться. Но пока позволю себе говорить в таком ключе. Западный человек, он очень материалистичный. Редко кто задумывается о том, что есть нечто высшее, что человек — это не просто вот это кусок мяса, да, плоти. И если вы достаточно внимательны к содержимому вашего разума, как вы мыслите, какие поступки за этим следуют, каков результат действий, вы можете увидеть, да, есть ли в ваших мыслях, а следовательно в ваших поступках, в вашем мире, есть ли место нечто высшему, или ваши мысли, они базируются только на материальном срезе реальности, да? То есть, грубо говоря, простыми словами, мысли о теле. То есть, когда вы говорите я пошел туда, я то, что вот вы за этим имеете в виду? Вот этот я. Вот за кого вы имеете в виду, когда вы говорите я? Да, как правило, люди западного менталитета говорят о теле. То есть я — это вот это, да, презентация телесная. И отсюда вытекают все мысли, отсюда соответствующие действия. И это ваше мировоззрение. Соответственно, когда такой человек смотрит на йогу, он не способен увидеть суть йоги, да. И первое, на чем он останавливает свое внимание, это физические упражнения. То есть то, что касается тела. Потому что обычно человека телесного интересует тело, здоровье, удовольствие телесного характера. Ну, в общем, все, что связано с телом. Соответственно, и йога интерпретируется просто как телесные практики. Если вы забьете в поиске, в гугле, где угодно, вы очень много найдете на эту тему всевозможных предложений. Телесные практики, йога. Возьмем даже психологию современную. Современная психология, некоторые сравнивают ее с йогой, но это сходство, оно очень грубое. То есть пока сознание грубо, пока сознание не может постичь глубин йогических, оно будет видеть и в психологии то же, что есть в йоге, но там большая пропасть, огромная разница. Все это нужно исследовать, внимательно изучать, внутренние состояния, восприятия, источники какие-то, чтобы было понятно. Психология в западном мире – это такой вариант тоже для материалистичного человека, да, позволяющий ему в социуме пребывать, ну, скажем так,
максимально эффективно. Эффективно, опять же, для кого? Да, кто эту эффективность устанавливает? Сам ли человек или социум? Это уже другие вопросы. Но здесь речь идет о достаточно узкой реальности. В йоге есть принципы, да, работа с психикой, это определенные принципы поведения, но с психологией очень есть, конечно, перекликание, но это очень грубое сравнение, очень грубое сходство, точнее. И йога как цельный путь, он ведет к мокше, к освобождению души от, вот правильнее будет сказать, от случайных, неконтролируемых перерождений, я бы так сказала. Потому что если душа может перерождаться, но осознанно, то есть это большая разница. Западный мир с его телесной ориентированностью, он никакие такие цели, естественно, не ставит. То есть там все заточено на теле, что вот это тело существует, вот ты это оно и есть. Соответственно, йога, она телесная, упражнение для физического тела, да, и какая-то психология, для работы с психическими состояниями, чтобы, опять же, этому телу было более-менее комфортно и радостно накапливать новую карму. Вот. Йога абсолютно противоположна в этом плане. Она избавляет от всей кармы. А йога ведет за пределы кармы, за пределы неконтролируемых, выводит за пределы неконтролируемой кармы. В первую очередь, естественно, тяжелой кармы. Позитивная карма тоже карма, это тоже привязанность к миру. Йога – это древнейшая наука. И, опять же, йога асаны. Да? Вот такой вопрос был. Йога асаны. Для чего их делать? Друзья, если мы возьмем, допустим, йога-сутры Патанджали, как бы это такая систематизированная йога в афоризмах. Можно сказать, что сутра – это вообще краткое изречение, да, основное. То есть главная суть чего-то. Суть можно распаковать, и на один афоризм можно там очень долго говорить или целую книгу написать, да, чтобы мы глубоко и полно смогли понять. Да? Поэтому афоризм – сутра – это краткое изречение, основное, тезисное. То есть в сутрах Патанджали он не описывал детально. Да? Была коротко, ясно, лаконично выражена суть йогическая. И если вы посмотрите, там не было многообразия асан, которые мы сейчас в современном мире видим и имеем. Там или 5, или 6 всего асан написано. И все они были сидячие. Сказано там: примите удобное положение тела и практикуйте йогу. То есть практика йоги – это не практика асаны. То есть асана, это как вхождение в йогическое состояние. То есть асана – это устойчивое положение тела, которое позволяет нам проникнуть глубоко в йогическое состояние, в состояние слияния. И асаны были сидячие. Почему? Потому что это тоже огромная тема. Вот я в процессе говорения понимаю, что чтобы глубже раскрыть, нужно еще глубже в каждую терминологию уходить. Буду стараться держаться более-менее кратко, чтобы это было более-менее понятно.
Давайте по-простому. У нас есть прана, жизненная сила, шакти. Это то, что творит мир форм. Есть много видов пран. Мы сейчас всех касаться не будем. Скажу простую вещь. Пока ваше тело двигается, пока ваш ум в движении, это означает, что прана находится в движении. Йога – это то, что достигается за пределами тела, за пределами разума. Чтобы выйти в состояние йоги, мы должны как бы от обратного идти. Успокоить тело, то есть тело должно быть стабилизировано, затем успокоить более тонкие праны, успокоить разум. И тогда происходят другие процессы. И тогда мы можем погружаться глубоко-глубоко в суть, в истинную суть себя. Поэтому асана – это неподвижное, устойчивое положение тела. И поэтому это сидячее положение тела, максимально удобное. То есть сама йога, она за пределами движения тела. То, что сейчас известно западному человеку как йога, это масса асан, оно развивалось очень долго, вот в такую форму. Ну, развивалось ли, это тот еще вопрос. Это опять мы вынуждены вернуться к теме, прогресс это или не прогресс, или это все-таки уже уход от реальности, и мы уже забыли, что было изначальной сутью йоги, да? Но, тем не менее, в асанах ничего плохого нет, но их можно практиковать, да, динамичные асаны, но только лишь для того, чтобы тело нам не мешало, чтобы тело подготовить к более длительным, долгим сидениям. Если посадить в асану западного человека, который ведет сидячий образ жизни, офисный, он просто не сможет сидеть дольше, наверное, 5 минут. Ну хорошо, если 15 минут просидит. Неподвижно и без боли. Поэтому асаны, конечно же, нужны. Но опять же, вопрос, кому нужны? Еще раз, мы должны всегда помнить, что асаны нужны для того, чтобы мы вышли за пределы восприятия тела. Если с вашим телом все в порядке, и вы можете долго сидеть неподвижно в сидячей асане, практиковать дхьяну, то очевидно, что для вас многообразие асан, оно не требуется. И если же вы все-таки их продолжаете делать, значит, за этим стоит какая-то другая идея. Может быть, привязанность к телу, желание это тело как-то в социуме презентовать, показать. Ну, то есть какие-то личностные такие привязанности, да, омрачения. Мы должны понимать, для чего мы делаем. И если вы не способны сидеть дольше 15 минут, хотя это 15 минут это очень мало, настоящая практика йоги начинается, когда вы минимум хотя бы 2 часа, 2,5, а то и 3 можете сидеть неподвижно в одной позе, не меняя. Тогда можно говорить уже о настоящей практике йоги. Так вот, если ваше тело больное, и вы не способны для начала дольше 15 минут находиться
в одной асане, то, конечно же, вам требуется занятия. Вам нужно работать с телом, потому что тело, разум, все взаимосвязано. А ваше тело просто вам не даст погрузиться глубже. То есть ваше внимание будет все время приковано к восприятию тела. Резкая, острая боль в ногах, спине, она будет постоянно вас отвлекать. Вы все время будете чувствовать это тело. Да ладно бы чувствовать это тело, вы будете чувствовать, что оно болит. Это самое, наверное, острое состояние телесности, когда тело болит. Его можно чувствовать и без боли. Это, можно сказать, уже другой уровень восприятия телесного состояния. Но когда вы его чувствуете плюс боль, о никакой йоге не может быть и вообще никакой речи абсолютно. В очень глубоких состояниях дхьяны тело не ощущается совсем. То есть вы теряете границы восприятия тела, мира, состояние сознания расширяется. Так вот, представьте себе, просто сравните, да, вот то, что сейчас я сказала, и вот ощущение боли в теле. Это диаметрально разные состояния восприятия. Вот очень грубое, очень плотное, очень тяжелое восприятие, где тело и боль. И очень тонкое, раскрытое состояние. И вот чтобы к нему прийти, нужно проделать огромный путь. Тело вас просто не пустит, это истина. И поэтому, конечно же, в таких случаях с телом нужно работать. Но только в таких случаях. Что же происходит в современном мире? Асаны сделали просто фитнесом. Друзья, даже асаны можно одухотворить. Я уже в начале видео немножко упомянула, что йога в Индии, она не только для саньяси, не только для отшельников, которые ушли из мира, из социума, но и для тех, кто ведет социальный образ жизни в том числе. И почему бы не использовать асаны для людей, занятых социальной жизнью, там, пусть это будет бурная социальная жизнь, да, но и их одухотворить. Да, их можно одухотворить, если практиковать асаны осознанно. А что значит осознанно? Это когда вы полностью погружаетесь в процесс восприятия внутреннего мира. Пусть так будет хотя бы для начала. Когда вы можете отслеживать дыхание, когда вы можете растягивать дыхание в процессе занятий. Когда мы работаем с дыханием, мы уже работаем с праной, потому что прана, жизненная сила, это не есть само дыхание, нет, но оно связано с дыханием. Прана — это не воздух, это тоньше воздуха, но прана связана с дыханием. Когда мы внимание переносим на дыхание, и мы растягиваем вдохи-выдохи в процессе тех же асан, мы работаем с жизненной силой, мы накапливаем прану, мы очищаем нашу психику, мы учимся концентрации, мы учимся, наше сознание утончается, в восприятие нашего сознания начинают попадать очень тонкие вещи, которые мы не замечаем, будучи в очень грубом восприятии, когда мы находимся в социуме, тело совершает какие-то движения, бегает, ходит, общается, какую-то работу выполняет. Здесь может быть очень грубое восприятие, то есть восприятие грубого мира, грубых форм, поверхностное. А когда мы выполняем асаны, мы способны восприятие утончать. Мы способны воспринимать более тонкие вещи, которые были нам недоступны в обычном состоянии сознания. А это уже шаг. Это уже шаг от грубого восприятия мира, когда мы видим вот стакан, да, я взял стакан, попил, поставил, да, верю, вот я верю в это, да, это очень грубое восприятие, очень поверхностное. То есть можно и асаны сделать духовной практикой.
Да, это, конечно же, не приведет вас в самадхи, возможно, но это будет взращивать в вас тонкое восприятие, это будет работать с праной, это будет очищать ваши каналы, это будет утончать вашу прану, это будет углублять ваше мировосприятие. Вы способны будете видеть тонкие вещи. То есть ваше сознание будет обретать, нарабатывать способность к тонкому восприятию. И не только в моменте выполнения асан, но, естественно, в повседневной жизни. Вы будете более эффективны, то есть все взаимосвязано, потому что, естественно, это понятно, да, что в миру все зависит от сознания, как в миру, так и не в миру. Но кто из западных людей выполняет те же асаны как духовную практику? Очень мало кто. Люди прибегают, я вам рассказываю вещи, которые я наблюдаю. Я их не откуда-то взяла, не придумала. Они из жизни. Люди приходят на практики, на йогу, скажем так, на занятия асанами, с телефонами, начинают там делать какие-то селфи. Они еще даже в практику не влились. Они только вот пришли на первый урок, уже тут же какие-то фотографии. Они болтают друг с другом. Они разговаривают в процессе занятий. Они отвлекаются. Они смотрят на соседа. Они делают все, что угодно, но только не погружаются внутрь себя. Они не работают с внутренним состоянием. А ведь йога – это работа с внутренним состоянием, работа с сознанием. Пытаюсь вспомнить одну фразу, я не помню, как она звучала правильно, дословно. По-моему, сказал ее с вами Сатьянанда Сарасвати, если я не ошибаюсь. Что для йогина, который осознает Я пытаюсь передать смысл, потому что я дословно не помню фразу, как она была сказана. В общем, смысл был в том, и это смысл йоги, что в наше сознательное восприятие должны попасть все уровни реальности. Как правило, у человека обычного западного в сознательном восприятии, в осознанном восприятии и проживании, и то не у всех, только состояние бодрствования, то, что с телом связано. Все остальные состояния сознания для человека бессознательно проходят. Это состояние со сновидениями, без сновидений и разнообразные промежуточные состояния, не говоря уже про глубины самадхи. Так вот, идея той фразы была такова, что для человека, который сознательно проживает вот все состояния, для него уже нет надобности воплощаться в физическом теле, чтобы обрести данный опыт, так как он уже есть это. Я прошу прощения, если я передала неверно фразу, просто я ее не помню дословно, давно я ее видела, но смысл был таков. И опять мы возвращаемся на несколько мыслей назад. Вот человек прибегает на те же асаны, и он даже здесь не может находиться в осознанном восприятии дыхания, внутренних тонких состояний психики. Его разум все время повернут вовне, как я выгляжу перед соседом, а вот у меня не получается сделать упражнение, а как же сосед его делает, надо посмотреть, а у него лучше получается, да, значит я какой-то не такой, вот, или еще что-то.
И таких, друзья, историй очень много. Мало кто даже, мало кто из людей, я не говорю про йогу, про мокшу даже пока еще рано говорить, но мало кто из людей даже асаны может выполнять с концентрацией, сосредоточением, с работой с дыханием. А ведь если бы человек хотя бы попробовал это делать, он бы увидел, какая колоссальная разница между выполнением асан автоматически, просто как движение, параллельно общаясь, там что-то делая, да, и между выполнением тех же самых асан, но в полном внутреннем осознавании всех процессов, которые происходят внутри, и работой с дыханием. Это две огромные разницы. И с этого нужно начинать. Иначе дальше смысла не будет даже говорить о чем-либо. Так вот, асаны нужны. Да, вопрос, нужны ли асаны? Нужны, если тело не готово. И если тело готово, и вы можете долго сидеть, пожалуйста, асаны вы можете выполнять от случая к случаю, когда вы чувствуете, что было бы неплохо поработать с телом. Мы все время находимся бомбардируемы разными энергиями. Иногда вы будете чувствовать, как состояние сознания оттяжелело, да, такая тяжесть присутствует. Или, может быть, тело тяжелым стало, да, все взаимосвязано. И в таких случаях работа с физикой, то есть с телом, очень кстати. Она помогает очистить каналы, помогает прану немножко, скажем так, расшевелить, стряхнуть. То есть вы научитесь чувствовать тело. Если вы способны уже это чувствовать, это прекрасно. Большинство людей не способны. Большинство людей, еще раз повторюсь, им нужно нарабатывать концентрацию, внимательность, осознанность в процессе выполнения асан. И это уже даст толчок более тонкому восприятию, а нужно ли мне сейчас, например, асаны делать или нет, и когда их нужно делать. Вы будете знать многие вещи, которые вам нужно сделать именно сейчас. То есть вы будете интуитивно чувствовать, воспринимать. Еще раз повторюсь, что асаны как такое грубое взаимодействие может помочь, да. Есть такие виды йоги, опять же, виды, друзья, еще раз такое слово я сказала, виды йоги, да. Можно, конечно, про виды йоги поговорить. Но я сказала эту фразу, потому что она существует в западном мире асан. Виды йоги. Допустим, виды йоги, хорошо, допустила я виды йоги. Есть такая йога, как силовая йога. Но опять же, все это связано с асанами, ребят. То есть это стиль выполнения асан. Более силовые упражнения, более интенсивные. Знаю многих ребят, некоторых ребят, которым нравится подобный стиль выполнения асан, особенно в случаях, когда чувствуется дисбаланс в уме и неспособность контролировать психические процессы, то подобное грубое такое воздействие на тело, какие-то сильные такие силовые упражнения, может быть, это быстрые переходы, когда человек буквально, прям вот и дыхание сбивается, не контролируется, хотя это уже как бы, не йогический процесс, потому что в йоге дыхание, наоборот, все замедляется. В йоге замедляется все. Все направлено на замедление. Но, тем не менее, как инструмент в определенных состояниях, когда вы чувствуете, что разум никак, хотела слово такое сказать,
никак не дрессируется. В общем, когда разум находится в состоянии бесконтрольного потока мыслей, тяжесть такая присутствует, чувствуется, то действительно, может быть, выполнение асан в таком стиле, оно помогает многим. Помогает как бы вот эти пробки повышибать, да. Но опять же, ребят, это не должно быть оправданием. Понимаете, все время есть такой риск оправдать свои слабости. Ну вот мне просто нравится, мне по кайфу там с телом работать, хочется мышцы накачать, тело красивое, да. Все это реально, все это есть, вы можете это видеть, проблем нет, но это далеко от йоги. Как бы такие инструменты можно использовать, да, от случая к случаю. Вопрос, сколько у вас таких случаев? Я вынуждена буду говорить, что если это каждый день, ну давайте, хорошо, не каждый день, пусть это будет раз в неделю, да, такой случай, но это все, это уже тенденция, это уже самскара, то есть вы уже где-то упускаете работу с психикой и спускаете ее на грубый уровень, да, у вас возникает новая привязанность, если это так. Либо вы просто оправдываете свое желание, то, что вам нравится. Поэтому всегда вот есть такая грань и скользкие... Это очень как бы скользкий путь обсуждать и говорить, давать какие-то рекомендации всем подряд, одни и те же. Потому что, не зная людей, не зная их ситуаций, это может интерпретироваться в угоду собственным страстям. А йога – это как раз то, что выводит вас за уровень страстей. Это то, от чего йог в первую очередь избавляется. Поэтому такие вещи, они, как правило, либо учителем корректируются, ну, либо если вы действительно сильный практик и способны сами двигаться, то вы это, конечно, чувствуете. В других случаях все это может интерпретироваться неправильно. Если у вас там раз в год случился какой-то неконтролируемый процесс в психике, который вы не способны никакими средствами там гармонизировать, возможно, раз в год для вас какое-то грубое выполнение там той же силовой йоги, силовых асан даст результат. Ну, раз в год. Но это я просто как пример, да, к примеру. Потому что люди как могут думать? Ну ладно, и каждый 3 раза в день хожу на силовую йогу, да. Ну, то есть нету прогресса, должен быть прогресс. Йога – это эволюция, да, это выход за привязанности. Вот, это как однажды, знаете, мы общались с одним человеком по поводу питания и по поводу поедания мучных изделий в большом количестве. Вот, и я говорю, что, знаешь, ну вот если ты это редко ешь, ну проблем нет, но если ты это потребляешь уже каждый день, ну это уже совсем другая история. Как бы проблема не в том, что совсем отказаться от какой-то еды. Ну, пускай это будут мучные изделия, допустим, да. Здесь ведь много факторов подключается. Мы не можем так сказать. Возьми и откажись от белого хлеба, да, и все, да, у тебя будет совершенное здоровье. Друзья, ну это же ни о чем. Может быть, вы отказались от хлеба белого, а помимо этого вы столько всякой дряни едите, что хлеб был цветочками, да. И здесь просто нужно столько факторов учитывать, чтобы дать какой-то совет кому-то конкретному в конкретном случае. Потому что общие советы на общак, они вот ни о чем. Они могут даже навредить. И вот, допустим, тот человек, с которым была беседа по поводу еды, да, вот я говорю, ну посмотри, вот ты ешь, у тебя же как получается? Я говорю, я понимаю, если бы ты там ел много свежих фруктов, овощей, да, пил натуральные соки, практиковал очистительные какие-то процедуры для тела. Ну, то есть более-менее употреблял праническую пищу, пищу, наполненную праной.
И, допустим, при таком образе питания, плюс еще образ мысли, плюс еще там, занимаешься ли ты практиками или нет, все имеет значение. И, допустим, ты кушаешь там эту булочку, я не знаю, раз в 3 месяца ты попил чай с булочкой. Да нет проблем, да, но она тебе не повредит. Но понимаешь, проблема-то в чем? Что при твоем образе жизни, когда ты сегодня булочку, а завтра такой думаешь, ну я булочку сегодня не ем, но печеньку съем, да? А послезавтра такой, ну печеньку я не съем, а пойду шоколадочку куплю, да? А потом я на следующий день ни шоколадочку, ни печеньку, ни булку, ну я не знаю, полбулки белого хлеба сметелил, да? И помимо этого еще кучу всего, там тяжелой какой-то такой томасичной пищи. Понимаешь, говорю, это о чем мы говорим? И вот сказать просто так, как часто есть булочки, ну это ни о чем. Это же понятно, что дело не только в одних булочках. Вот. Точно так же и в использовании каких-то нетрадиционных методов йоги, современных именно, да, как инструмент для чего-то, да. Ну вот я вам примерно привела. Если это раз в год, ну я, может быть, и поверю, что это инструмент. А если это каждую неделю, то тогда это уже мы о чем-то другом говорим. И нужно быть правдивым. Вот. Это касательно асан. Прозвучал такой еще вопрос, а что все это миф, что асаны помогают хорошее здоровье получить, да? Отвечу только на этот вопрос. Нет, не миф. Нет. Я знаю много случаев, когда, даже на собственном опыте, когда асаны действительно могут дать хорошее здоровье. Но, друзья, настоящий йогин, он не стремится к этому. То есть это как побочный продукт деятельности может возникнуть. Если он есть, хорошо. Если его нету, ну, нету и нету. Да? То есть это не цель. Но, тем не менее, без хорошего здоровья вы, конечно же, не сможете практиковать действительно йогу. Представьте себе, что тело – это как вот последний уровень сознания. Наше сознание, оно многогранно. Оно может бесконечно утончаться и огрубляться в том числе. И вот тело – это состояние. Это не что-то… Можно по-разному о теле говорить. Но тело – это состояние, которое вы проживаете. И вы можете проживать множество разных состояний. И тело – это самое грубое состояние, а больное тело – это очень грубое состояние. И чтобы выйти в тонкий уровень, а йога, она от грубого к тонкому у вас ведет, да? Вот представьте, как вы не можете перешагнуть ступеньку, это ступенька. То есть ее нужно пройти, невозможно перепрыгнуть. Поэтому, конечно же, если ваше тело болеет, вам нужно заниматься телом. Но будьте внимательны, какова идея, мысль стоит за этим. Получить здоровое тело, чтобы продолжать накапливать дурную карму? Или все-таки для того, чтобы обрести самореализацию? Кстати, еще один такой момент интересный. В современном мире блуждают множество терминов, которые не относились к йоге, например, просветление. А в санскрите вообще такого слова просветление нет. Это либо self-lightning переводят на английский язык, либо это, может быть, от буддистов пошло. Точно я даже не знаю, но в санскрите такого слова нет, в йоге нет такого термина. Но этот термин, конечно же, используют мастера, учителя, просто потому, что западный человек напичкан этими терминами. И чтобы ему хоть как-то более-менее понятно объяснить, вынуждены использовать, но нет такого термина. Нету такого просветления. Нет.
В йоге есть термин мокша. Мокша или мукти. Это освобождение. А за этим стоит очень-очень много. Так вот, смотрите, если вы делаете асаны только лишь для того, чтобы обрести здоровое тело и побежать накапливать карму, то это не йога. Это все что угодно, но это не йога. Вы используете йогу для того, чтобы накапливать новые причины, новые кармы. Но если за вашей идеей оздоровления стоит духовная цель, например, я хочу постичь атман, а можно постичь параматму, а можно двигаться к мокше, то действия, выполняемые для оздоровления тела, они духовные, то есть за ними лежит духовный подтекст. Это все, ребята, работа с разумом, работа с умом, это йога и есть в том числе. Когда вы отслеживаете внутренние тенденции, склонности, идеи, которые стоят за той или иной мыслью, а следовательно действием. Это можно отнести тоже к самоисследованию. Нет, не миф, что асаны могут дать здоровье. Это не миф. Возможно, кто-нибудь из вас изучал биографию Айенгара, известный такой западный учитель йога-терапии. Кто-то, если изучал его биографию, в детстве он родился очень слабым ребенком. И он при наклоне вперед едва ли мог доставать колен руками. У него были какие-то серьезные дефекты опорно-двигательного аппарата. Врачи ему говорили, что он в молодом возрасте умрет, и там, в общем, махнули на него рукой. Тем не менее, он прожил, по-моему, 80 с лишним лет. И именно благодаря асанам он смог восстановить свое тело. И благодаря ему современный мир знает о таком явлении, как йога-терапия. Почему нет? Все прекрасно. Почему нет? Да? Можно все это использовать, да, для терапии, для восстановления тела. Но, друзья, мы должны помнить всегда суть, что откуда все пошло, да, какова была истинная цель йоги, для чего все это нужно, вообще зачем я в принципе живу-то, чтобы просто жрать и спать. То есть человек это не только рот и заднее отверстие. Мы же должны понимать. То есть мы так или иначе придем к этому вопросу и к поиску ответа на него. Ну вот у меня прекрасное тело, здоровое, совершенное здоровье. Что я делать там буду в этом мире? Ну вот чем я займусь? Ну что? Какова цель моего пребывания? Жрать что? Пить? По барам ходить? Что еще? Бабла нагрести? Но нажрешься ты этого рано или поздно. Дальше что? А о смерти никто никогда не думал. Многие люди меня, конечно, удивляют иногда такими рассуждениями. Что типа о смерти думать? Это негатив. Зачем думать о смерти? Надо мыслить позитивно. Я говорю, послушай, но это какие-то мейнстрим идеи. Мысли позитивно. Там, смерть, она всегда, она же не где-то там. А люди как думают, что смерть, она там где-то далеко. Мне еще там 30 лет, вся жизнь впереди, ты чего там, надо столько всего успеть. А смерть там, чего не думать? Да нет, друзья, смерть, она всегда здесь. Вы никогда не знаете, что произойдет в следующее мгновение. Возможно, это мгновение будет последним.
а вы мыслили позитивно. Да, у вас нет опыта, вы не знаете, что дальше. Ну и что будет, то будет, да. Поэтому к вопросу и ответа на вопрос, для чего я в этом мире и что дальше, рано или поздно любой человек придет. Но накопит он опыт прекрасного тела, насобирает он себе кармы всякой разной, и хорошей, и плохой, но рано или поздно он станет лицом к лицу со смертью. А вот тут без йогических практик, без йогической подготовки никто не пройдет осознанно. Если вы привыкли жить ведомые ветром внутренних желаний, как перекати поле, полетела мысль, и я за мыслью. Чувство возникло, и побежал за чувством. Это не йога. Это все что угодно, но не йога. Поэтому, говоря об асанах, я не могу не затронуть эти глубинные вещи. Хотя ничего такого глубинного вроде я не сказала. Если я буду говорить только об асанах, ну да, здоровье. Ну, кстати, на моем канале очень много уроков по асанам. Около 200 уроков я выложила, просто чтобы люди занимались. Но, друзья, я считаю своим долгом, почему это все записываю? Я считаю своим долгом не только вот, чтобы одни асаны остались, чтобы люди понимали, что такое йога, чтобы люди начали глубже изучать, может быть, учителей себе нашли, может быть, сами, не имеет значения. Я к себе никого не зову, нет у меня такого желания, но есть внутренний долг людям рассказать немножко больше, чтобы у людей не оставалось вот этого примитивного понимания о йоге, как о просто наборе каких-то упражнений. Встречала я такую даже мысль, абсолютно абсурдную, высказывание одного человека, причем высказывание на массы большие, что йоги попадут в ад. Ну, это уж точно бред. Во-первых, тоже стоит вопрос, кто такие йоги, о каких йогах вы говорите. Говорите ли вы действительно о йогах, или вы имеете в виду кого-то другого? Потому что йога в вашем разуме и в понимании другого человека, она разная. Для кого-то йога – это просто упражнение, да. Для кого-то йога, может быть, это какие-то мистические способности ситхи, да. Опять же, для того, чтобы снова быть в этом сансарном измерении, снова накапливать карму, только другими методами. Раньше человек накапливал карму простыми материальными средствами, ножками потопал, да, и полопал. А потом получил доступ к ситхам и стал накапливать ту же самую карму при помощи сверхъестественных возможностей. То есть уровень его сознания остался тот же самый. Ничего не поменялось. Просто инструмент поменялся в руках. И про таких йогов, да, мы можем сказать, что они попадут в ад. Но тогда это уже не йоги, друзья. Надо понимать, о ком мы говорим. Кого мы имеем в виду. И кого имеют в виду те люди, которые говорят слово йога. Что, какой у вас образ за этим стоит. Йога – это очень много. Йога... Йогическим способом познавались все прописные истины. Вот все традиции, которые существуют в Индии, их очень много. В основе них всегда есть йога. Но просто люди этого не понимают. Потому что, когда говоришь йога, они видят сразу движение тела. То есть в их разуме сразу всплывает картинка восприятия, что это какие-то вот телесные упражнения. Они не понимают, что такое настоящая йога. И пишут всякую ерунду, и говорят всякую ерунду. Не умственными какими-то рассуждениями невозможно попасть в йогу и обрести йогическое состояние самадхи. Никакими движениями тела невозможно это сделать.
ни прочтением книг невозможно это сделать. Об этом даже сами писания говорят. Это только йогический метод, только йога. Это когда сознание от грубого идет к тонкому. Когда мы уходим от восприятия тела, от восприятия мира, от восприятия 5 органов чувств, сосредотачиваемся на каком-то объекте, погружаемся глубже, удерживая этот объект глубже, глубже, тоньше, тоньше. И этот метод, он был всегда в основе разнообразных течений. Люди этого не понимают и заявляют порой очень абсурдные вещи, типа что йоги попадут в ад. Я не знаю, какие-то, наверное, и попадут. Ну, тогда, наверное, это не йоги вовсе. Способность осознанно проживать момент смерти – это йога. Способность контролировать перерождение – это йога. Способность контролировать дыхание – это йога. Способность удерживать сознание сконцентрированным на чем-то – это йога. Способность воспринимать мир во всех его красках, от самых грубых и самых тяжелых до самых тонких и возвышенных, и не прятаться от этого – это йога. И начинается, друзья, эта йога с простых вещей. Йога асан. Если человек прибегает в зал или еще куда-то и бегает там со своим селфи, делает фотографии, болтает на уроках, ему далеко до йоги. Начинается все отсюда. Поэтому, конечно же, как бы асаны, они и существуют для таких людей, чтобы люди начали работу с телом, телесным сознанием. И потом постепенно сознание очищается, утончается, углубляется, и мы проникаем глубже, глубже, глубже. У нас очень много слоев восприятия. Физическое тело, состояние бодрствования, состояние сна со сновидениями, сна без сновидений, промежуточные состояния. И есть там, как говорят, сознание, подсознание, сверхсознание, сверхподсознание. Но это уже термины не йогические, но они как бы тоже отражают разные срезы, можно сказать, или даже не срезы. Правильнее будет сказать состояние сознания. И все это йога. Но мало кто может осознавать даже грубый слой реальности. Как правило, люди действуют неосознанно. Их мотивы, их действия импульсивные, как перекати поле. Ветер дует, деревья качаются. То есть, как там ветер кармы потащил, так я и побежал, как этот ослик за морковкой. Поэтому, конечно, асаны нужны, но когда мы их одухотворяем и превращаем в йогу, тогда это йога. Но когда мы их выполняем неосознанно, как любое другое действие, которое человек постоянно механически выполняет, они превращаются в любое другое мероприятие, но только не йогу. Это может быть фитнес, это может быть аэробика, все что угодно, только не йога. Йога – это состояние. Наверное, все, пожалуй, на сегодня, что я хотела бы озвучить. Изучайте, друзья. Без изучения культуры Индии невозможно понять глубину йоги. Вы будете встречать массу западного продукта. Западный продукт йоги сильно упрощен. Он подогнан под состояние сознания западного человека. А состояние сознания его грубо материалистическое. Поэтому и йогу сжали и преподнесли в таком удобоваримом виде для западного человека, потому что он не способен воспринять больше.
И для тех, кто ищет, интересуется глубоким знанием, сутью йоги, вам придется изучать очень много, разнообразные направления, традиции, откуда они возникали, культуру Индии, потому что йога родилась, и она есть часть этой культуры. Ее нельзя вырвать из этой культуры и вот так вот бросить на рынок, как это делают современная система. Вот, бросили йогу, асаны, все, привет, там, делай то, делай это, а хочешь так ножку поставь, хочешь так ножку поставь, а хочешь посмейся, а хочешь отдохни. Друзья, это все какие-то изуродованные формы йоги. Я видела, как преподают йогу здесь на Западе, в Австралии, где я проживаю. Это, конечно, смешно. Вот эта вот западная, фальшивая толерантность, когда люди боятся сказать действительно истину человеку, которая ему бы во благо послужила, да, она рождает такие какие-то вырожденные формы йоги. Когда люди приходят, вот эта вот толпа людей большая в зал, да, все абсолютно разношерстные. Один физически подготовлен, другой новичок, третий какой-нибудь больной, четвертый там пенсионер. И вот что дать таким людям? Я сама была в такой ситуации, когда ко мне приходили большие группы людей, по 40 человек. Вот что я дам таким людям, да? А я, естественно, буду давать что-то среднее. Это, естественно, получается, ты понимаешь, что ты не можешь дать сложное, потому что половина людей не справится. Ты не можешь дать слишком легкое, потому что тем, кто посильнее, будет легко. И поэтому ты вынужден что-то средненькое, такое более-менее подходящее, адаптированное под всех. И так происходит везде. И таким образом йога все время огрубляется, все время делается более такой легкой, поверхностной, как Макдональдс, как фастфуд. Такая легкая, удобоваримая форма йоги, от которой где йоги уже истинной совсем не осталось. И вот эта западная фальшивая толерантность, когда приходят люди и там боятся им что-то сказать, поправить их, не дай бог там чью-то, не знаю, границы чьи-то заденешь. И вот такие формы преподавания. Ой, а можно так ножку поставить, а можно так ножку поставить. И ха-ха-ха, как смешно. Ой, как удивительно, какой ты молодец. Как ты классно выглядишь. Хочешь, не делай, хочешь, полежи, хочешь, посиди. Да нормально все, типа, не парься. Понимаете, друзья, за этим может скрываться, и оно скрывается, потакание невежеству. А истинный йогин, особенно находясь в социуме, он не может относиться безответственно к жизни. Потакание слабостям, потакание невежеству – это значит, человек берет эту карму на себя. И такого в мире очень много, особенно в западном мире. Поэтому, друзья, очень много фальшивых, ложных представлений в йоге у современного западного человека. Многие представляют себе, что учителя должны вот с ними так вот сюсюкаться, как вот в западном мире. Да, нормально, все хорошо. Один пример вам приведу. Приходила ко мне одна женщина на несколько частных уроков. Просто ее интересовали асаны. Мы сейчас не говорим про какие-то глубокие там знания йогические. Нет, мы говорим просто про йога-асаны. Так вот, эта женщина училась на учителя по йоге в местной австралийской школе.
И она была крайне недовольна. Во-первых, я удивилась, что есть такие люди среди англосаксов, которые адекватно видят мир. Потому что, как правило, ну, они вот такие все фальшиво-толерантные. Но этот человек меня удивил. То есть ей абсолютно не понравилось преподавание даже вот этих вот асан, даже вот простого физического уровня. Потому что там никто не поправляет человека, да, как попало сел, как попало встал. Она говорит, я чувствую, что я что-то делаю, ну, неэффективно, никакого толка. Один, говорит, человек встал, мужчина, живот вывалил, кое-как там криво-косо, а учительница на него смотрит и amazing, amazing. Удивительно, говорит, удивительно, какой ты классный. И я была удивлена, что есть такие люди, которые видят это, что они способны ложь от истины отличить. Вот. И когда мы с ней парочку уроков просто асаны, я не говорю там про дыхание, про концентрацию, нет, просто асаны, просто упражнения. Несколько уроков мы с ней провели с правильной отстойкой асан. Я опять же не циклюсь никогда на этих отстойках, но в этом случае нужно было, потому что так как человек обучался, как ему в школе показывали, ну там вообще ничему не обучали. Просто встань и стой, просто сядь и сиди, примерно так. Вот, и когда мы с ней сделали парочку асан правильно, она была удивлена. Она мне сказала, боже мой, это, говорит, оказывается так сложно. Причем, что мы не делали никакие сложные упражнения, абсолютно простые, типа Адха Мукха Шванасаны и подобных таких простых асан начального уровня. Вот. Но если их правильно делать, правильно выполнять, повторяюсь, без зацикленности на правильности, то можно хороший такой эффект получить. И вот человек почувствовал, что, говорит, это даже так сложно, такие простые упражнения, если правильно их выполнять, они очень сложные. Вот это примеры того, что существует в современном мире. Видите, даже асаны, друзья, вот даже асаны многие не могут выполнять хотя бы просто эффективно для тела. Я сейчас не говорю про концентрацию. Мы сейчас говорим просто про грубый уровень, ну, правильно ногу поставить, там, я не знаю, правильно руки положить, не зацикливаясь на каких-то там деталях. Просто вот какие-то общие базовые вещи. И ведь не всем еще подходят асаны какие-то. Это тоже нужно учитывать. То есть нельзя всем давать одну и ту же последовательность, потому что разные тела, разные могут быть болезни, состояние тела, состояние сознания разное. И вот это вот такая стадная йога, когда вот люди приходят в какой-то клуб, и там вот эта вот толпа, ну вот просто представьте, насколько это вообще далеко от истины. Вот даже асаны, их все равно нужно делать самостоятельно, либо с учителем. Ну, самостоятельно в том числе, когда ты знаешь, что ты делаешь, и ты уверен, да, либо с учителем, который тебе подскажет, что именно тебе подходит в твоем случае. Вот. А, друзья, это мы говорим просто сейчас про упражнения. Представьте себе, если мы будем говорить о каких-то глубоких практиках. Работа с праной, с сознанием. Это попросту невозможно в толпе. Невозможно. Никакой йоги не может быть вот в стаде, в толпе, в огромной массе людей. Как и не может быть сатсангов на толпу, когда на толпу даются какие-то такие общие какие-то рекомендации. Это вот то же самое, как вот прийти в огромную кучу людей, преподавать, пытаться какую-то йогу им там смастерить, асаны какие-то общие для всех, да. Но то же самое в современном мире сейчас процветает в этой системе New Age, вот эти западные моды на сатсанги, когда приходит масса людей, абсолютно разношерстных, с разной психикой, с разной кармой, и всем даются какие-то такие общие рецепты, типа как просветлеть. Ребят,
но там ничего серьезного. Вы, конечно, можете почерпнуть что-то, да, но этого недостаточно. Все очень индивидуально. Психика – это уникальное, что-то вот уникальное, индивидуальное, вселенная. И вот так вот, как к телу мы не можем подходить вот так вот среднестатистически всем, а вот вам этот комплекс всем. Мы также не можем подходить и к психике, вот для всех одни и те же рецепты. Нет. Да, какие-то вещи перекликаются, да, какие-то принципы мы можем взять на вооружение, и что-то подчерпнуть, что-то использовать, естественно. Но глубины там не будет, этого будет недостаточно. Наверное, все на сегодня. Все, что я хотела сказать. В общем, не знаю, удалось ли мне что-то донести. Желаю всем саморазвития, всех благ. Ом Свастесту.